Добрый день, Аслан. Спасибо огромное, что согласились побеседовать со мной. Соответственно, меня зовут Дарья Корнилова, и сегодня мы беседуем с Асланом Хамхоевым, кандидатом в депутаты Народного собрания Республики Ингушетия от партии КПРФ. Аслан, скажите, пожалуйста, вот у вас на Фейсбуке опубликована такая программа, да, ну такая мини-программа, и очень хотелось бы узнать, первым пунктом этой программы идет пункт о сохранении, восстановлении территориальной целостности Республики Ингушетия. Скажите, пожалуйста, каким образом вы планируете реализовывать вот этот пункт, на ваш взгляд? Как это возможно сделать? Значит, каким образом? Ну, вот то, что в силах полномочий, предписанных депутату, значит, это поднять надо все вопросы, которые касались вот этих вот отторгнутых территорий по последнему соглашению и по пригородному району, начиная там с 28-го года, а потом 44-й год, когда нас сослали в ссылку. Вот эти все вопросы. И потом решение 56-го, 57-го, 60-х годов, там Хрущев, по восстановлению республики. Все это надо поднимать, выстраивать, вопросы вытаскивать, какие решения были, как они проходили, вот, кто влиял на них. Все это надо заново все поднимать и формировать грамотно вопросы по завершению закона о реабилитации репрессированных народов. Там указана вот, территориальная реабилитация, что на сегодняшний день еще не сделано. Вот, а это важно. Сегодня вот эти вот вопросы недорешенные позволяют элитам, национальным элитам, издеваться над народами. Вот, поэтому нам надо как-то один раз решить этот вопрос и снять его на будущее с повестки дня. А мы никак не можем. Вот приходит каждый в России во власть, оградиться в своем этом окружении, а окружение работает на спокойствие хозяина. Вот так получается. А народы как жили с этими вопросами, так они и живут. До них дела никому нет. Однозначно, значит, как-то это надо этот вопрос довести до конца один раз. И тогда действительно наступит спокойствие. Ведь смотрите, с 92-го года опять прошло уже 29 лет, да? Вот прошло. Закон о реабилитации был принят. И ничего не решено до сих пор. И думает, что оно все как бы сотрется. Да оно никогда не сотрется. Оно в вековой памяти у людей. Как оно может стереться? Как мы можем забыть свои родные земли, где наши прахи наших предков лежат? 7-е, 10-е поколение. Это незабываемо. Такие вещи надо понимать и решать их в пользу народа, а не каких-то там национальных кучек, элит, которые ближе к власти. Отсюда все беды наши. Вот так я считаю. Спасибо большое за ответ ваш. Скажите, пожалуйста, вот вторым пунктом у вас идет освобождение политических заключенных и их полная реабилитация. Да. Скажите, пожалуйста, с кем лично из тех, кого сейчас судят в Ессентуках, вы знакомы? И как вы с ними познакомились? И как вы можете их охарактеризовать? Я лично был знаком с Барахом Чемульзеевым. Разговаривал на одних перед выступлением, его не допустили, с Ахмедом Барахоевым, так я его не знал, я ему как бы подошел тогда в Малгобеке, когда встреча происходила по этому соглашению, он приходил, там они его не допустили к трибуне, вывели оттуда, я тоже вышел, говорил ему, давай мы здесь вот организуем, он говорит, не надо, я не буду, не хочу, чтобы людей из-за меня тревожили. Вот я так разговаривал один раз с Ахмедом Барахоевым. Но Ужахова я знал как вот по интернету, по выступлениям, как совет тейпов. Вот. А остальных я не знал. Я их так на митинге видел, но так не знал. Вот.
Ну, мне были близки их взгляды, их позиция, поэтому я их полностью поддерживал. Я неоднократно был на митингах. Правда, я не выступал, я не любитель этих, в смысле, громких. У меня не умею я. Поэтому я слушал, я разделяю их взгляды. А что вы можете сказать по поводу предъявленного им обвинения? Да, это организация насилия в отношении представителей власти, то есть… Я думаю, что здесь как раз все наоборот. Лично они, ни один из них не участвовал в насилии над нашими стражниками, так сказать. Спровоцировали всю эту стычку даже, это не спровоцировали не те, которые вот сегодня сидят там и которые на площади были. Это спровоцировало это окружение Евкуровское. Вот. Оно было понятно изначально, что они спровоцируют. И люди, приходя туда, знали, я же там был, там такой порядок был, там наша полиция местная, они ходили среди людей, стояли, слушали наравне и смотрели по сторонам, чтобы там никто ничего плохого не совершал. Был там порядок, убирали за собой, воду подносили, стариков сажали, стулья ставили. Все было такое, обстановка была доброжелательная. Ну, один-два там было выпада молодых людей, но явно были провокаторы засланные. Ну, конечно же, их не народ заслал. Понятно, кто их заслал. Они только там возникли, вот этот бутылку там один бросил, был такой случай. Ну, его тут же скрутили и унесли. Второй там что-то выкрикнул с другой стороны, когда вот Евкуров подходил. Его тоже там свернули и унесли. Люди сами были до того высоко организованы, что их обвинять в экстремизме, но если вы, ребята, их обвиняете в экстремизме, то сами-то вы кто? Вот такая вот ситуация. Просто, и, конечно, и этот Национальную гвардию, этих гвардейцев жалко. Они что же не сами пришли туда с этими щитами? Их туда направили. Они там стояли и прекрасно видели, что не туда попали. Там был порядок, им приказывают, они идут. Вот и вся ситуация. Надо наказывать не тех, вот, которых вот сегодня сидят, а тех, кто вот их посадил. Судей, которые их судят, надо наказывать, призывать к ответу. Прокуроров, которые им эту статью там придумали, повесили. Следователей, которые эти липовые дела состряпали, там переводы всякие придумывают, выдумывают. И высасывает из пальцев словечки какие-то, переиначивает смысл и преподносят как какие тут террористы. Ну, какие они экстремисты. Побойтесь Бога, разве можно такие вещи? А вы прям утром 27-го были на площади, нет? Когда были стычки? Нет, я в этот день был днем. Ага. По-моему, я в этот днем был. А это же на следующий день утром произошло. Вот. Понятно. Остались они там, сидели они там, вроде сидели, им обещали, что будет продление. Потом им сказали, что не будет, они собирались расходиться. В общем, там такая путаница. Их не за это судят. Их судят чисто. Ведь смотрите, выступал Евкуров, но он же откровенно, в видео есть ролик, он же откровенно говорит, что всех сажать, ловить, всех там, что вы там сидите, молчите. Он же откровенно натравливает силовые структуры, арестовывать и сажать людей. Почему его за это не призывают к ответу? Там у него много таких выражений. У него есть выражение, что он хочет на ингушском языке, говорит, 10 тысяч ингушей бы положил, а остальные бы у меня как шелковые ходили. Вот это и есть экстремизм. А что же цепляется к людям, которые призывали: разойдитесь, мы вас просим. Они же не могут всеми там, всякой мелочью управлять. А тем более Саутиева Зарифа. Она здесь каким боком? Вообще непонятно. Издевательство. 3 года держат людей из-за таких вот надуманных обвинений. Хорошо, я еще могу понять, если вы обвинения такие придумали, отпустите их домой, вызывайте на суд, они будут приходить и уходить там с адвокатами. Что же вы делаете? Тут же откровенно видно, что это злой умысел
вот этого вот полоумного нашего бывшего главы генерала. Я откровенно говорю, у него с головой что-то не в порядке. И натравил сколько людей, сколько сил на них, вот, сколько энергии, сколько затрат государства вот на этот процесс. Из-за вот одного вот такого вот неполноценного генерала какие затраты. Правильно? Копейки-то из нашего кармана. Вот кормят таких. Поэтому такие богатые. Сейчас закончился вот этот предвыборный период, наверное, тяжелый достаточно и сложный, и напряженный. Скажите, пожалуйста, как он у вас прошел? Были ли какие-то сложности? Что происходит вообще? Вот, что происходило вот в этот период избирательной кампании? Ну, напряженный, конечно, был период в том плане, особенно для КПРФ, он был, вот именно для КПРФ, он был напряженный в том плане, что наш руководитель, вот Кадзоев Хамзат, председатель нашей республиканской компартии, ну, он фактически за 3 месяца создал республиканскую партию. Ее не было в республике. Коммунисты были, а партии как таковой не было. Он за 3 месяца сумел создать партию, сколотить райкомы, горкомы. Вот, в один из горкомов меня пригласил. Вот, и мы успели и такую кучу документов подготовить и представить в избирательную в ЦИК. Там же такой пакет документов, там с ума сойдешь, я вот когда на праймерис собирал документы, вот, я там чуть с ума не сошел. Ну, я в последние 15 минут буквально успел сдать документы. Вот это не так, вот это переделай. Но они там, естественно, не хотели, чтобы я туда проходил, а я вот уперся и решил все-таки попробовать до конца. Вот буквально за 15 минут до окончания приема документов я все-таки впихнул свои документы. И я уже знал какие-то трудности. Сумел организовать все это, создать партию и представить ее достойно на вот этих вот выборах в Народное собрание. И я так понимаю, что именно по вот этому одномандатному округу, да, ингушскому, 13-му, ингуши могут проголосовать как раз за Хамзата Кадзоева, да, правильно? Да, там по первому бюллетеню будет идти 5, по-моему, кандидатов. Там Кадзоев Хамзат, Татриев Муслим, Сейдароев, Гадиев. 4, по-моему, или 5, ну точно я сейчас не помню. Вот. Они будут там фамилиями идти по первому бюллетеню. Будет всего 3 бюллетеня. Второй бюллетень будет идти уже партийный список в Федеральное собрание. И 3-й бюллетень будет идти в наше Народное собрание, тоже партийный список. Там фамилий не будет больше. Больше в 2 бюллетенях фамилий не будет. Только в первом бюллетене будет 4 или 5 фамилий. То есть вот если люди хотят проголосовать за вас, вот в 3-м бюллетене, который будет как раз касаться именно Народного собрания, надо будет проголосовать за КПРФ, правильно понимаю? Да, надо будет голосовать за КПРФ. Скажите, пожалуйста, вот предстоят 3 дня голосования, каким образом, наверняка будут какие-то там фальсификации, вбросы, каким образом планируется с этим бороться? То есть, может быть, уже есть информация о том, что есть какая-то подготовка вот со стороны использования административного ресурса? Информации очень много. Вплоть до того, что уже собирают паспорта у школьников, 10-классников, кому там 18 лет, вот, и заставляют их там что-то заполнять там что-то. Ну, такие вот всякие, включая нелепые всякие домыслы, что уже урны заполнили кое-где, вот, карусели организовываются, автобусы подгоняются. Ну, я к этому отношусь как-то. Ну, народные молва, слухи, все понятно. Но надо как-то отсекать реальное от фантастики. Поэтому тяжелые будут выборы, во-первых. Я полагаю, что они будут очень тяжелые. Скандала будет много. По стране так вообще, я думаю, будут демонстрации, протесты пойдут. Это 100%. У нас они пройдут, конечно, не так шумно. Вот, народ совершенно как бы апатичен, аполитичен. Вот, и поэтому хотелось бы, конечно, чтобы больше пришли, потому что очень многое зависит не столько за кого они,
а сколько от того, сколько проголосует. Здесь вот этот момент очень важен. То, что касается, что мы делаем, ну а что мы делаем? Мы набрали по 2 человека от каждого, на каждый участок наблюдателей, ну, набрали мы, расставили людей, объяснили, что надо делать, что нельзя делать, вот, зачем смотреть надо, на что надо внимание обращать. Все-таки 3 дня голосований очень тяжело людям будет. Ну, тем не менее, пытаемся как-то выкрутиться. Ну, мы создали централизованную связь такую. Вот, красный контроль там, в общем, придумали, видео есть. Уже сегодня, вот, допустим, опробование шло, вот эти Да. КАИБы, Мгм. система опробования. Уже сигнал поступил, люди тоже видео там с разговорами, все показывают. Вот, Аслан, иди проверь, там вот вбросы идут. Да, я действительно подумал, что вбросы. А когда я подошел, вот увидел, что действительно там электронная система, все это, оказывается, идет, опробование систем идет. Мгм. Ну, пообщался, полезное для себя узнал, все, успокоил людей. Вот такие моменты есть. Ну, в общем, такой сейчас будет волнительные 3 дня. Особенно 19-е, последний, он будет такой самый волнительный. Ну, и наблюдатели, конечно, ну, тяжело будет 3 дня стоять. Ну, люди готовы, люди Мгм. согласны идти стоять. Мгм. Вы дальше планируете сотрудничать тоже именно с КПРФ? Я правильно понимаю, что совпадают ваши ценности, Я взгляды? сотрудничать с КПРФ, со всеми здоровыми силами, которые будут вот. Это же у меня то, что я сейчас там в интернет выбросил, это не программа. Я писал о том, что вот ваша программа, ну, оно не так звучит. Это, я считаю, это те вопросы, которые сегодня должен поднимать каждый депутат, от кого бы он ни был. Вот это важно. И я все вот эти вопросы, как попытался многие из этих вопросов озвучить, и я буду сотрудничать со всяким, кто будет решать, будет стремиться решать именно эти вопросы. Я считаю, это правильно. Вот. А так я приверженец, конечно, социальной политики КПРФ. Я очень уважаю Яблоко. Вот. Ну, вот 2 вот такие, я считаю, позитивные, такие здравомыслящие партии, за которыми можно идти. Спасибо огромное за то, что согласились побеседовать со мной, особенно учитывая вот технические сложности. Я желаю вам победы на этих выборах. Я желаю, чтобы все прошло максимально гладко, насколько это возможно, и с Да. максимальной пользой и для вас, и для Ингушетии, конечно же. Спасибо вам Я большое. тоже нам всем желаю удачи, вам тоже спасибо большое, всего Спасибо хорошего. огромное. Спасибо, До всего доброго, свидания. до свидания.